Привет, меня зовут Николай, я из Калифорнии, родом я из Якутии, живу в Сан-Франциско, и тут некоторые подписчики меня спрашивают, как там в Америке, но я же понимаю, что вы хотите узнать не как там в Америке, а вы хотите узнать, сможете ли вы в Америке. Я вам скажу, что сможете, потому что могут все. Это страна иммигрантов, и иммигрантов приезжает огромное количество со всех стран. Значит, из России, значит, сейчас последняя, это называется путинская миграция, она очень квалифицированная. Это в основном бизнесмены, эти инженеры-компьютерщики и те, которые имеют хорошую квалификацию. То есть было много волн иммиграции, но сейчас вот считается путинская одна из лучших. Так вот, если смотреть в общем все иммиграции, те, которые вот было в конце 80-х, кажется, в 90-е была иммиграция, и вот эта путинская иммиграция, до этого была иммиграция, ну, древняя какая-то, но я не знаю, это во времена революции, что ли. Так вот, в общем, если говорить вот начиная с 80-х годов, то эмигрировало где-то около 5 миллионов человек, где-то так считается. И все они здесь заняли очень хорошее место. То есть они заняли свое место в том плане, что они хорошо адаптировались, все имеют работу, хорошо зарабатывают. Некоторые работают вот сантехниками, электриками, они тоже хорошо зарабатывают. Верхний потолок — это я видел семьи, которые зарабатывают, то есть имеют по Феррари на каждого члена семьи. Такое тоже есть. Основная масса, она где-то посередине. То есть это риэлторы, адвокаты, бухгалтеры и так далее. А те, которые имели бизнес в России, они в Америке, как правило, через некоторое время открывают собственный бизнес. И здесь очень много можно слышать такие рассказы, как, например, человек рассказывает, что вот он когда-то приехал лет 20 назад, да, и первое время он работал посудомойщиком, там, днем, по вечерам там работал грузчиком где-то еще и так далее, а потом через 3-5 лет он заработал свой первый миллион и так далее. Так вот, значит, утверждение, что в России народ, сколько ему не плати, он все равно хорошо не работает, это оказалось ложью. Потому что в Америке я могу привести вам 5 миллионов доводов, что люди здесь, приехав в Америку, работают не хуже, чем американцы. Так, если рассказать коротко об американцах. Американцы чрезвычайные трудоголики. Это нужно признать. Это они, благодаря их работе, Америка является первой экономикой в мире, а Китай является только второй. Значит, американцы не только хорошо работают, они и при этом работают с удовольствием. То есть здесь очень часто можно увидеть улыбающихся людей, которые, ну, во время процесса работы они улыбаются. Значит, что сказать, работа правительства здесь очень на высоком уровне, именно поэтому там здесь хорошая зарплата считается, вот, если человек в день зарабатывает $500. Значит, вообще здесь самая большая концентрация долларов в мире, как вы понимаете. И здесь в Калифорнии 600 тысяч миллионеров, около 50 миллиардеров, что ли, я вот толком не могу сказать. Википедия в помощь, там посмотрите. Значит, правительство здесь деньги печатает для рынка, для народа, чтобы его было в достаточном количестве. Значит, американцы не просто любят хорошо заработать, а они с удовольствием деньги тратят. То есть по возможности они пытаются заплатить больше, чем цена. Там. Это называется чаевые. Там
10% от прайса там, или 20% от цены там, они прибавляют. Значит, это бывает очень приятно. Значит, в России проблема состоит в том, что правительство печатает деньги только для государственных нужд. Поэтому денег постоянно не хватает, по-моему, в России. В Америке это не так. Так что будьте готовы, когда придете сюда, вы увидите, что у людей есть деньги, они любят их тратить, и они эти деньги любят зарабатывать. Вы тоже сразу подключитесь к этой гонке. То есть вы начнете хорошо зарабатывать, пытаться заработать еще больше, зарабатывать с удовольствием, и также будете с удовольствием полюбите тратить деньги. Потому что это всегда очень приятная, оказывается, штука. Значит, шансов того, что вы разбогатеете, есть. Значит, миллионы в природе здесь крутятся только так. Надо просто найти свое место здесь, и миллион вам перепадет. Значит, вот, как говорится, вот рассказов о том, что вот человек только приехал, первое время работал посудомойщиком, потом через 5 лет заработал свой первый миллион, таких рассказов, как говорится, очень много. Значит, что еще можно сказать о жизни в Америке? Люди здесь не напряженные. То есть нет того, чтобы вас кто-то напрягал. Жизнь здесь в удовольствие. То есть поэтому люди здесь все улыбаются. Ну а зачем? Почему бы вы не улыбались, если вы зарабатываете в $500 в день? Цены там с Москвой и Сан-Франциско одинаковые. Ну, здесь аренда квартиры дорогая, но это, как говорится, можете жить в Сакраменто, работать в Сан-Франциско, так тоже делают. А есть те, которые покупают здесь сразу за $5 миллионов дом. Ну, а почему бы не купить, если ты это заработал? Замечательно же. Вот. Так что вот если в Америке вот есть стопроцентное доказательство, что вот средний россиянин ничем не хуже американца и должен иметь такие права и свободы, вы правы. В России существует только единственная проблема, это его правительство. Они вот точно рылом не вышли, они работать не умеют. Вам нужно просто заставить их работать на себя. То есть они должны, это благодаря их работе вы сможете зарабатывать больше. Вот. Если они работают плохо, как ни старайтесь, вы все равно не заработаете. Вот такая вот штука. Поэтому старайтесь, и должно получиться. По крайней мере, в Америке вот такие вот правила. Когда будете ехать, выучите язык дома. Потому что, когда вы приедете в Америку, вы поймете, что ваш уровень знания английского ниже, чем вы думали, намного. Вот у меня так вышло. Я думал, что я английский знаю. Когда приехал сюда, я понял, что я его... Здесь говорят, как из пулемета. Просто выпаливают, я не знаю, 5 предложений в секунду, что ли. И мне было очень трудно это понять. И вам советую, если вдруг решите поменять страну, выучите язык. Когда вы придете сюда, чтобы у вас было что там, минимальный уровень английского языка. Вот. Так что оптимизм, только оптимизм. Удачи!